перевороты, они связаны с должностью президента и больше ничего особенного. А почему? Ну, президент, во-первых, по факту, по Конституции, он у нас вот, получается так, что он не подотчетен и бесконтролен. Практически президента власть ничем не ограничена. Самое главное теперь, значит, провести реформу для того, чтобы ограничить власть президента. У нас в Абхазии никогда не было сильной центральной власти. Это противоречит нашему, как сказать, историческому опыту. В первые дни президент должен провести ряд целенаправленных консультаций с независимыми экспертами, а не с будущими чиновниками, еще раз повторяю и подчеркиваю, с независимыми экспертами, которые знают, что нам нужно делать. Конституция Абхазии не отвечает современным вызовам, стоящим перед страной. Нужно уйти от сильной президентской власти с неограниченными полномочиями и выработать механизмы ее контроля и сдерживания. В противном случае политические кризисы будут повторяться. Это очевидно, особенно на фоне того, как проходит нынешняя президентская кампания, когда градус противостояния растет с приближением дня голосования. Абхазия небольшое государство, но республике требуется все то, что нужно и для большого государства, рассуждает директор Центра стратегических исследований при президенте Вячеслав Чирикба. И далее. Абхазии пора отказаться от иждивенческой психологии и двигаться по пути реформ. При этом народ должен ответственно подходить к выбору тех, кто принимает решения. Выбирать нужно не из числа политически лояльных людей или родства, а из среды образованных, ответственных управленцев. Нужна команда профессионалов, говорит ученый. Коррумпированную и малоэффективную систему необходимо менять. Произошла такая трансформация, определенное смещение интереса власти, властной структуры, властных людей, кто у власти находится, от изменения целеполагания. От строительства государства независимого, да? Независимо во всех отношениях. Слово независимо, оно значимо в этом отношении. Не просто независимо от Грузии, а независимо как государство, как нормальное государство, чтобы у него была своя нормальная экономика самодостаточная, нормальная инфраструктура и так далее. Вот в этом отношении. От целеполагания изменилось, сместился, не совсем изменился, все-таки сместился интерес от строительства государства независимого, подчеркиваю, независимого государства к освоению финансовых потоков. Вот этим-то мы живем практически от транша к траншу. Вот это, конечно, с одной стороны, мы благодарны России за щедрую помощь, при которой нам было очень сложно, на самом деле. А с другой стороны, теряется, порождает иждивенчество, теряется и мотивация к развитию, самостоятельному развитию экономики. Это путь в никуда, я бы сказал. Понимаете, это долго так продолжаться, и вечно такого не будет. И что мы будем делать дальше? И поэтому надо просто возвращаться к истокам, да. Вот у нас идеократия, Абхазия создалась как идеологический конструкт государства, целью которого является сохранение абхазского этноса, его языка, культуры, народа и многонационального народа, естественно. Идеократия смещается монетократией, то есть деньги как высшая ценность. Вот этот процесс не только в Абхазии происходит, а везде происходит. Тем не менее, это меняет сущность все-таки нашего государства. Очень важно в этом отношении понятие элиты, политической элиты. Она определяет, это небольшой пул людей, меньшинство, но она определяет развитие государства на многие годы вперед. Вот. Или его неразвитие тоже. Понимаете, какая элита. И вот для меня элита – это такая структура людей, которая облечена высоким интеллектом, профессионализмом, патриотизмом, если это элита государства, и высоким чувством ответственности. Вот если сочетания этого нету, получается очень плохо. Вот я вижу, что происходит уже трансформация, опять же, от меритократии, от выбора достойнейших, да, в этих отношениях. Интеллектуальный уровень, профессионализм, компетентность, патриотизм и чувство ответственности к другим критериям. Лояльность, близость к семье. Это вещи тоже ведут в наш тупик. Так нельзя развиваться. Поэтому элита получается уже как бы не элита, а как-то корпорация или группа по интересам. Это тоже заметно в Абхазии, хотя маленькое общество.
Какими должны быть первые шаги нового президента? По словам руководителя Центра социально-экономических исследований Олега Доменя, в первую очередь глава государства должен провести расширенное заседание с участием независимых экспертов, у которых есть знания, опыт, навыки. Необходимо определить, какие направления требуют незамедлительного решения. В первые дни президент должен провести ряд целенаправленных консультаций с независимыми экспертами, а не с будущими чиновниками, я еще раз повторяю и подчеркиваю, с независимыми экспертами, которые знают, что нам нужно делать. Такие консультации он должен провести с повесткой дня. Не просто собрать и пообщаться, поговорить, и похлопать по плечам, разойтись и пожелать друг другу и так далее, и так далее. Это не церемония, это рабочая встреча. Здесь должна быть сформулирована уже повестка дня. Что нам делать завтра? Все сразу решить он не сможет. Значит, то, с чего он начинает, это начало должно иметь продолжение. Значит, президенту придется продумывать, думать серьезно, глубоко и широко. Он может не обладает в личностном плане такими способностями, но он имеет возможность приобрести такие способности. Возможность какого рода? Он должен, опять-таки, повторяю, значит, консультироваться с людьми, опытными в государственных делах. С чиновниками, конечно, он работает вместе, это его люди, он формирует, но у них вырабатывается сразу другая психология. Психология такого рода направлена на то, чтобы понравиться руководителю. И он может незаметно для себя подводить его. А вот независимый эксперт, специалист, у него таких настроений нет у него. Для него истина дороже всего остального. Значит, он может президенту дать, скажем, информацию такую. Значит, другое дело президент, как это использует. Но его дело передать ему информацию. Россия заинтересована, чтобы абхазский проект был успешным, отметил Олег Доменя. Абхазии необходимо развиваться в тесном взаимодействии со стратегическим союзником. Когда мы говорим о том, что предстоит будущему президенту, или что предстоит нашему обществу, я прежде всего сошлюсь на российский пример. Россия для нас это партнер союзнический и очень важный фактор в жизни нашего общества. Вне российского контекста я в перспективе Абхазии не вижу. Президентами не рождаются, ими становятся. По словам Олега Доменя, глава государства должен быть прежде всего человеком ответственным, хорошо информированным, должен чувствовать пульс народа, знать, по какому пути должна развиваться страна. Российский лидер, он общается не только с чиновниками, с представителями науки, литературы, культуры, музыки, живописи. Ну, нет сферы, где следы президента не было бы. Нет сферы. В российском, огромном российском обществе нет такой сферы. И война, и экономика, и культура, и социалка. И посмотрите вообще, как он поздравлял директора Эрмитажа. Посетил музей. Побывал там, увидел залы, он сам питерский знает хорошо, но он везде бывает. Везде. На Дальнем Востоке, у якутов, у оленеводов он бывает, с ними чай пьет.
Понимаете, он на самом деле, он не сидит, он в постоянном движении, в постоянном процессе работы. Когда он отдыхает, я не знаю. И какая энергия у него, я не знаю. Но этот человек живой. Он живет вместе со своим народом. Значит, будущему нашему президенту, конечно, Абхазия, слава богу, не такая уж большая. Значит, территорию наш президент, он должен везде, во всех селах, во всех населенных пунктах, во всех организациях и предприятиях систематически должен бывать. Сам должен увидеть и сам должен услышать. Не только, что ему говорят эксперты, он сам должен развиваться вместе с своим народом, и вместе с своим народом он должен решать задачи, которые перед ними стоят. После ноябрьских событий, когда под давлением оппозиции ушел в отставку президент Аслан Бжаня, звучали призывы отложить внеочередные выборы, создать антикризисное правительство, провести реформы и с этим идти на выборы. Вячеслав Чирикба убежден, тайм-аут был необходим. Вопрос о роли президента в Абхазии. Да? Вот это, конечно, сейчас, вот так сложилось через 30 лет, сейчас это главная проблема политической системы. Она его трясет постоянно, эти перевороты, они связаны с должностью президента и больше ничего особенного. А почему? Ну, президент, во-первых, по факту, по Конституции, он у нас вот, получается так, что он и бесконтролен. Практически президента власть ничем не ограничена. Хотя есть какие-то там оговорки есть, но они у нас не работают. Никогда они не применяли в жизни. Вот. И вот в данных случаях те, кто оправдывает какие-то действия, они говорят, что другого выхода нет, как выйти на улицы, допустим. Да? Но это уже третий раз. Это уже системный кризис. И поэтому я считаю, что надо было действительно сделать тайм-аут. Полгода минимум. Сейчас создана при парламенте комиссия конституционная, которая занимается подготовкой реформ политических. Я тоже в него вхожу. Вот. И там есть люди, которые имеют свои проекты. Вот. И мой проект там есть, и ряд других интересных проектов. Они похожи в чем-то. Но самое главное теперь, значит, провести реформу для того, чтобы ограничить власть президента. У нас в Абхазии никогда не было сильной центральной власти. Это противоречит нашему, как сказать, историческому опыту, менталитету, понимаете? А она у нас есть, по сути. И поэтому вот это возникает диссонанс когнитивный между опытом нашим менталитетом и властью одного человека, который решает судьбу нашего народа. Вот. Но она, и кроме того, решает часто, как мы видим, непрозрачно, да, без обсуждения с обществом. Он тоже, слушайте, человек один решает за все весь народ. Это несправедливо, это так не должно быть. Первым делом конституционная реформа, которая главная цель – это ограничить роль президента. Это, я считаю, главная цель. Распределение, чтобы президент был главой государства, а премьер-министр главой правительства, чтобы была уже разные функции у них были. Одни такие представительские, другие более такие, как сказать, технические, экономические. И роль парламента повысить. Не просто, чтобы он одобрял технику, но все-таки, чтобы он мог выражать недоверие, там, скажем, да, либо президенту, либо премьеру, либо там, министрам, и влиять на вот, ход действий. Иначе как бы, получается, что парламент как бы займется своими делами, президент своими делами и так далее. То есть нужно, чтобы это все было как один оркестр, да? Чтобы это все работало на одну цель, все этой власти. Потом реформа судебной власти тоже там необходимо сделать, потому что у нас президент представляет судью, да? Все-таки это создает зависимость от президента, правда же? Поэтому здесь тоже надо решить, чтобы не президент, а кто-то другой представлял, может, коллегия представляла судью и так далее. То есть здесь нужно много вещей, которые нужно изменить. Много лет в Абхазии идет борьба между двумя политическими силами, периодически выходящая за рамки правового поля. Общество поделено по принципу симпатии и антипатии к конкретным личностям. Там нет разницы в идеологиях. Идеология у них одна, абхазская, да, допустим. Там все внутренняя политика, внешняя, а для них это одно и то же. Нет разницы. А что же их объединяет, что разделяет, вернее, народ? Вот интересы, связанные с другими вещами. То есть не духовными, не, как сказать, идеалистическими, да, создание государства, культура развития, языка и так далее, а все-таки более земные, приземленные цели. И поэтому это тоже
принижает вот ценность Абхазии, да, для моих глазах, как вот такого идеологического конструкта, который создан для создания, для сохранения и развития народа, этноса. Государству надо заняться партийным строительством. В конце концов, запрос на третью силу уже назрел. При этом нужен анализ, почему представители так называемой третьей силы, участвовавшие в президентской гонке, показали невысокие результаты по итогам первого тура. Возможно, с их стороны не хватило активной вовлеченности в политическую борьбу задолго до выборов. Ну и, конечно, ресурсов. Когда говорят люди так, абстрактно, говорят, все они надоели, или, допустим, мы никому не верим. Но кому-то надо верить, мы должны государством управлять. Вот третья сила, как бы, да. К сожалению, вот даже выборы показали, что не то, на что рассчитывали, в принципе, да, или те, кто думали о том, что они могут быть третьей силой. Я сам удивлен такими показателями. Вот. Это, конечно, и результат и административного ресурса, естественно, и каких-то какой-то умелой или неумелой пропаганды, скажем, да, здесь много факторов. И тем не менее, видимо, настолько большой ресурс у них оказался, убеждение, как у других их оппонентов, допустим. Поэтому, к сожалению, мы видим такую, это может измениться на самом деле. Все меняется же, все, акценты меняются. Пока общество не оказалось готовым к этой силе, которая не является приверженцем ни тех, ни других. Пока мы к этому не готовы. Так показали эти выборы. У нас нет, видите, действующих политических партий, где формируются будущие политики. У нас нет. Значит, государство должно позаботиться создать хотя бы одну. В Китае одна партия. Им вторая партия не нужна. Но у нас хоть две партии, довести до 2 партий, но чтобы эти партии были настоящими. Не просто формально существует политическая организация. Там должны проходить апробацию. Люди должны формировать свой политический опыт. И партия должна рекомендовать уже, если чиновник не годится, несет ответственность эта партия. А у нас, если чиновник не годится, а сколько людей при Бжане было освобождено или ушли? А кто нес ответственность за них? Никто. И президент тоже не нес. И никто другой не понес. Значит, у нас пока, еще раз хочу подчеркнуть, мы, к великому сожалению, не готовы сегодня еще организовать эффективно действующее государство. Значит, нам нужно понять, оценить наше состояние, наши способности, наши возможности и наши потребности. И особенно, самое главное, политическая цель, к которой мы стремимся. Это когда мы бокалы поднимаем или там встречаемся и так далее, высокие слова произносим, не имеет это никакого значения. Самое главное в жизни общества – это что записано там в этой политике, которая проводится властью. В реформах нуждается не только институт президентства, но и парламент Абхазии, говорят эксперты. Избирательная система не позволяет отбирать по моральным и профессиональным критериям. Хорошему, но недостаточно грамотному парню с улицы легче попасть в парламент, чем образованным гражданам с опытом работы. В свое время Вячеслав Чирикба предложил создать 2-палатный парламент, состоящий из нижней и верхней палаты. В нижнюю палату избираются депутаты по смешанной, мажоритарно-пропорциональной системе выборов. В верхнюю палату или сенат избираются иначе, из числа известных и уважаемых людей, профессионалов в своем деле, из разных сфер, не моложе 40 лет. Члены Сената обладают правом законодательной инициативы. Я когда свою программу представлял недавно на комиссии конституционной, некоторые смеялись. А некоторые смеялись, а некоторые, наоборот, считали, что это необходимо. Разные мнения существуют. Дело в том, что после президента парламент – это второй важнейший институт в Абхазии, по факту, важнейший. Не только потому, что он законы делает, то, что он выступает часто, иногда заслоном для каких-то
решения, которые вот не нужны абхазскому обществу, да, которые там, скажем, президент как сказать, предлагает. То есть это контрольный орган тоже, это и фильтр такой, да. Но все-таки, если посмотреть на наш золотой парламент, да, посмотреть на него, вот, и наш нынешний парламент, все-таки разница есть, правда же? Уровень разный. Вот. Я, опять же говорю, участвовал в этом процессе, мне было интересно, как политологу интересно участвовать. Я понял, что критерии не такие, которые должны там быть. Но если такие важные люди, как Сократ Джинджоли, там в свое время, значит, очень известные люди, они не прошли этот цензус, да, а пришли люди, которые просто вот хороший парень с улицы, понимаете, он прошел, скажем, да. Вот это, конечно, это удивительно, конечно, но это у нас факт нашей жизни. Порой не очень грамотному человеку, который может изложение или там диктант на русском, на абхазском без ошибок не напишет, да, поручать законы создавать, которые будут действовать в судьбу нашей страны. Знаете, как-то это безответственно тоже. Вот. И здесь должен быть какой-то другой ценз какой-то, мне кажется. Как нужно это изменить? Я думаю, что есть возможность, но просто, опять же, никто этим не занимается. У нас люди не хотят ничего менять, к сожалению. Реформы необходимы любому обществу. У нас их нет. Они иногда говорят, некоторые руководители, но их не проводят. Вот там тоже необходимо поменять принципы составления нашего депутатского корпуса. И вот почему я пришел к идее о том, что она не только моя идея, это разные люди высказывают такие идеи, для того, чтобы был все-таки некоторый сенат. Вот, допустим, мы все вот такой же консенсус, что необходима смешанная система, да, пропорциональная мажоритарная система, чтобы выбирались не только по мажоритарному принципу, но и по партийным спискам. Это очень важно, чтобы наше общество было более, так сказать, представлено. Вот, допустим, у нас нет ни одного русского в этом парламенте. Это нехорошо, это плохо. Однако вот в обычных условиях ему трудно будет, имея такие ресурсы, правда же, выиграть выборы. Очень трудно. И поэтому вот наши партийные списки могут по-другому своих представителей формировать, вот, уже по этническим каким-то соображениям, каким гендерным, скажем, женщин, чтобы больше в парламенте и так далее. Вот. Там больше свободы, больше, как сказать, представительства народа. Но вот кроме этого, это для нижней палаты. А вот верхняя палата должна быть выбираться по другому принципу, я считаю. Может быть, либо выборщики, либо вот собрание регионов. Скажем, у нас 7 регионов в Абхазии, да, вот каждый от них да, наиболее уважаемые люди, скажем. Такие сенат означает старый, да, то есть не важно, чтобы обязательно 100-летний был, а все-таки это человек, который умудренный опытом. Опыт нельзя купить. У человека молодого, причем его, как сказать, силе его, энергии, у него опыта нету. А здесь необходимо люди наиболее бывшие политики, бывшие, значит, ученые, писатели, вот, не знаю, такие уважаемые люди, да, представители колхозов таких крепких, скажем, да, которые знают, что такое сельская жизнь. Вот. Чтобы они были уже фильтром для решений Нижней палаты. Чтобы они имели право вето. Либо поддерживали законопроекты, либо их все-таки дорабатывали, перерабатывали. Мне кажется, это такой контрольный орган над Нижней палатой, мне кажется, необходим. Учитывая, что это не золотой парламент, далеко. К сожалению, большому. Таких людей у нас немало, я вас уверяю. Которые не смогут, если будут выбираться, они не смогут попасть. В обычном порядке нереально. Просто нереально. Владислав Арзинба. Избрали бы его сейчас. Вопрос. В России двухпалатный парламент. В США двухпалатный. Во всех странах, во многих странах, а в Абхазии что это такое? Что такого страшного здесь? Двух палатах. Ничего страшного. Я предлагал, скажем, сделать в Нижней палате 29 человек, а в Верхней 11 человек. Это не сильно усилит бюджетную нагрузку на этот. И тем не менее, ведь сложные структуры могут хорошо работать. Избирательная система, которая у нас есть, она, кстати говоря, есть там нечто полезное тоже. Она показала свою опасность и непригодность. Это означает, что мы уже должны оценить это, что это опасно. Избирательная система, по которой мы избираем, это опасно. Стало быть, нужно создавать другую систему. Значит, это опыт. Этот опыт получает нас, что он не годится, он опасен. Значит, нужно совершенствовать. Вы, когда, скажем,
не дай бог, но заболели, вы же принимаете меры, чтобы избавиться от этого заболевания. И более того, заболевание получает вас, чтобы вновь не заболели. Какие меры вам нужно будет принимать? Коль скоро эта практика в избирательной системе оказалась непригодной, а почему же мы ее дальше продолжаем? Нужны системные преобразования, расписанные в государственной программе развития общества, говорит Олег Доменя. Структура управления, кто будет выполнять программу, все должно быть указано в этом документе. Не подготовив фундамент, мы пытаемся строить дом, в котором собираемся жить. Значит, в первую очередь для того, чтобы изменить законодательство, изменить Конституцию, сделать их эффективнее, для этого в первую очередь необходимо иметь, еще раз повторяю, внутреннюю государственную политику. Разработать и проводить эту политику. А что значит внутренняя государственная политика? Для этого государство должно иметь стратегическую программу социально-экономического развития общества. Без этой программы, целенаправленной программы, политика, это будет абстракцией. Она не может быть эффективной. Политика – это инструмент для выполнения вот этой государственной стратегической программе развития общества. Значит, у нас такой программы нет. Мы, правда, в свое время разработали, но сам факт того, что бывшая вот такая программа, разработанная программа и принятая властью, она по заказу власти разрабатывалась, и принятая властью, значит, она не выполнялась. Она вообще забыта. Это была пустая трата времени и энергии, потому что власти не могли по этой программе работать. Они не были способны. Если они были беспособны, ведь у России, вы посмотрите вообще, опять-таки я ссылаюсь на Россию, потому что ее пример для нас чрезвычайно важен и играет ключевую роль. Значит, у России есть государственная программа развития по освоению космоса на 10 лет до 1935 года. Значит, а теперь, если по освоению есть стратегическая программа развития и соответствующая политика проводится, соответствующие структуры работают по реализации этой программы. А у нас есть структуры, которые имеются в нашем государстве, работают по реализации какой программы у них? Такой программы в нашем обществе в послевоенный период не было. Ученых тревожат современные тенденции, когда власть воспринимается не как возможность участвовать в сохранении и строительстве государства, а прежде всего как инструмент быстрого обогащения. И, как результат, у молодого поколения отсутствуют моральные ориентиры. У нас огромные проблемы с языком, огромные проблемы с демографией. Их надо решать. Решать надо государству. Никто, кроме нас, их не решит. И поэтому вот этих целей я уже особенно не вижу, честно говоря, в интересах нашей элиты. На первое место выходит экономика. Экономика – это же не цель, это условие для развития, правда же? Но одно подмещает собой вот эти все, потому что посмотрите, дебаты, что у нас были. В основном экономики. Вот вы сделали, вы не сделали, вы подписали, не подписали. Вот. А о основных целях абхазского государства – это сохранение народа, нации, сохранение языка, культуры. Слово «абсура» один раз прозвучало вообще. То есть оно уже не было такой ценностью, понимаете, для нашей элиты. И поэтому вот эти вещи, они для меня вот все-таки тревожные. Куда мы идем и какие тенденции. Все-таки не очень благоприятные, мне кажется. От идиократии к монетократии. Безответственный капитализм, хищнический, он для Абхазии губителен. Он ее погубит.
Нужен капитализм социальный, направленный на развитие общества, экономики, людей, культуры, а не просто на извлечение прибыли. Прибыль, конечно, является одной цели капитализма. И тем не менее, если только ради прибыли, это теряет всякий смысл. Поэтому я думаю, что и здесь тоже необходимо переосмотрение, переосмотр экономических проектов и, как сказать, и тех, кто ими занимается. Здесь нужны люди ответственные и думающие, прежде всего, о том, что может принести та или иная инициатива экономическая народу и обществу, а не только какой-то группе людей. Когда власть трудится в интересах народа, народ не может не доверять власти. А если власть, вот эта элита, правящая элита работает на себя, народ доверять тоже не может. Значит, чрезвычайно важно потому, чтобы в элите были люди, которые вообще понимают, знают и могут, хватает у них сила воли для того, чтобы служить обществу. Если вы служите мне, вы защищаете и выражаете мои интересы, я не могу это не чувствовать и не оценить. То есть здравомыслящий человек, он поймет. И надобности прибегать к силовым или административным действиям, чтобы он не нарушал законы и нормы природы, уменьшится. В предыдущие годы непонятно было, какую мы внутреннюю политику проводим. Социальную, экономическую. Как мы защищаем от разных угроз себя. Вячеслав Чирикба убежден, малочисленность абхазов делает нас уязвимыми и слабыми. Вот почему проблема демографии должна стать приоритетом национальной политики нового президента. Как пример, Ингушетия вошла в число регионов России, где отмечается рост численности населения. Причиной стал естественный прирост жителей. Родившихся стало больше, чем умерших. Стратегическое в плане нации, в плане государственной нации, это, конечно, решение проблемы демографии. Она у нас на очень плохой ситуации. Ведь мы всегда останемся слабыми и зависимыми, если нас будет так очень мало. Вот я хочу привести пример. Вот такой народ есть, ингуши на Северном Кавказе. Братский народ, родственный народ по языку, культурно. две цифры, 26 год. Ингушей было в Ингушетии 69 тысяч человек. Абхазов было в это время 56 тысяч человек. Похоже, да, цифра? Сколько ингушей сейчас и абхазов сейчас? Абхазов около 120 тысяч, и то цифры такие, не все им верят. А ингушей 517 тысяч. 500 000. Что они сделали? Я не знаю, что они сделали, но это то, чем должно заниматься наше государство. Демографическая безопасность. Есть закон в Беларуси, скажем, и в других странах есть по демографии. Россия занимается очень сильно этой проблемой, потому что там тоже огромные проблемы демографические. Абхазия вопросом не занимается. А это суть нашего вообще выживания. Если нас будет так же мало, у нас шансов мало, чтобы выжить. Удержать ситуацию в стране очень мало шансов, имея такой международный контекст. Ситуация с государственным абхазским языком ухудшается, констатирует Вячеслав Чирикба, он исчезает на глазах. Это вопрос государственной важности, который также должен решать следующий президент. Я не знаю страну, которой бы была проблема сохранения государственного языка. Таких стран не существует, кроме Абхазии. Это одна страна в мире, которая проблема сохранения государственного языка, который в Конституции государственный, а по сути он вымирающий язык, можно сказать. Вот. И молодежь, в школу зайдите, пожалуйста, увидите, сколько человек там знает абхазский язык. В Пицунде школа, новая школа, новый класс, вот мне рассказывал директор школы. Абхазская школа, первый класс пришли дети, весь класс, никто не знал абхазского языка. Язык исчезает на глазах. Как лингвист я говорю, что это может очень быстро уйти. Как лингвист я говорю, что такие вещи происходят очень быстро, если не будет механизмов сдерживания. У нас их нет. И, к сожалению, наши власти, я говорю как ответственно, этим вопросом не занимаются вообще, а слово вообще не занимается.
Потому что цель их другая, к сожалению, вот много других целей, да, а это ключевая цель, и она полностью игнорируется. Вот это тоже нужно изменить, если мы хотим сохраниться как этнос. Иначе будет нация без языка. В числе стратегических задач нового руководства ученый назвал принятие закона о продовольственной безопасности и обеспечение населения страны сельхозпродукцией. Энергетическая безопасность также в числе первоочередных стратегических задач. Нельзя называть государством независимым, завися на 100% от импорта продовольствия. На 100%. А из России, из Турции и из Грузии. Ведь, а если граница закроется? Бывало такое. И что, мы будем здесь голодать, что ли? Вот в Беларуси, в других странах есть закон о продовольственной безопасности. Нужно обязательно принять такой закон и программу создать. Для того, чтобы Абхазия, которая является благословенной страной, здесь все растет, а мы закупаем все продукты питания. Это ненормальная ситуация. Почему это происходит? Потому что не занимаются власти этим. Это их задача. Если они не справляются, надо менять эти власти. Поэтому я считаю, что это одна из важнейших задач. Достижение продовольственной безопасности страны. Вот. И второе, значит, сфера задач, это, конечно, это государизация невозможна без электрического света. Она невозможна. Цивилизация, комфортная жизнь и экономика невозможны. Вот я, когда меня назначили главой этого центра, первый круглый стол посвятил проблемам энергетики. Посчитал его самым больным и самым таким вот экстренным. И собрали все энергетики, кроме вот только одного не было, вот в Москве было, все важные люди, которые занимаются этой отраслью. И все говорят о том, что вот Ингургес. Я спросил, а если Ингургес закроется, что мы будем делать? Наступила тишина. То есть плана Б у нас нет. Ингургес управляется страной, которая хочет нас практически уничтожить. Ну, не народ, естественно, ну, как государство. И мы зависим на 100% от этой страны. Неужели это не является стимулом создания плана Б? В Абхазии до войны было 25 электростанций, гидроэлектростанций. Сейчас несколько осталось, и то они в частных руках. Это стратегический актив. Его нельзя отдавать капиталистам в частные руки. Нужно, чтобы он приносил свет школе, больнице, району хотя бы, чтобы они были независимы хотя бы от этого. Но, к сожалению, опять же, нет такой политики. Вот вы помните, что наши какие-то бизнесмены предлагали восстановить эти перепадные станции, да? Бизнесмены, неужели государство не может им заняться? Это просто абсурд. Нет мотивации. Почему? Вот это уровень ответственности. Уровень ответственности наших чиновников, которые призваны заниматься важнейшими стратегическими целями государства. Без энергетической безопасности у нас не будет цивилизации, не будет экономики. Однако она у нас находится в состоянии коллапса. И причем это шло постепенно, правда же? Если бы каждый год вот после 2008 года, да, вкладывали энергетику хотя бы по 500 миллиарда рублей, сейчас такой ситуации не было бы. Однако вообще не вкладывали ничего, кроме как экстренных случаев. Вот достигли коллапса. Государство должно не скупиться на образование, говорит ученый. Была идея открыть в Абхазии лицей для одаренных детей. Денег на реализацию этого проекта не нашлось. Надар Чамба, такой наш деятель культуры, еще давно уже предлагал идею создания такого лицея, где воспитывалась бы, ну, можно сказать, элита государства, где там языки были, значит, углубленное развитие вот таких вещей, которые, ну, наиболее одаренных детей со всех районов, чтобы это было такое место, где формировалась абхазская национальная элита. Имею в виду абхазская в плане вот нашего государства, да, включая и абхазов, и армян, и русских, и гальцев, всех туда включаю. Опять ответ: нет денег на это. На важнейшее государственное дело нет денег. На фейерверки находятся деньги, на какие-то праздники находятся миллионы кидаемо, а на это у нас нет денег. Тоже уровень ответственности нашей элиты. Поэтому здесь, конечно, много неотложных вещей, и мы ждем какого-то чуда, конечно. Чуда не бывает. Это потому что эти вещи очень долгоиграющие. Нужно долго заниматься, чтобы они приносили отдачу. Но ими заниматься надо, потому что откладывать на другие поколения, но это просто безответственно совершенно. Если посмотреть на
уровень ответственности наших первых руководителей, да, вот, и сейчас, небо и земля. Посмотрите на глаза Владислава Арсенова, вот на его взгляд, посмотрите, и сравните с взглядом других его последователей, то есть, других, те, кто за ним пришли. Он смотрит в космос. И если бы он в космос не смотрел бы, он не создал бы абхазское государство. В каком направлении будет развиваться страна с новым президентом, время покажет, но без общественного согласия по ключевым вопросам будет сложно двигаться вперед. Надо бы начинать именно с этого.